привет! Меня зовут Елена Березовская, я выпускница Высшей школы музыки. Сама я родом с города Ленска, начала обучение там в музыкальной школе на скрипке и фортепиано. Окончила и решила, что скрипка — это мое будущее, и пошла дальше получить образование. Мне захотелось свободы в творчестве. То есть, получается, у меня работа в оркестре, мы подчиняемся дирижеру и все делаем, как нам скажут, играем то, что нам скажут. Не всегда играем то, что хочется. Поэтому я решила, во-первых, начать записывать каверы в Инстаграме, глядя на большие города, взять колоночку. У меня первая колоночка была там за 3000 рублей с ужасным звуком. И выйти, попробовать, как отреагируют люди. Ну, страшно было, конечно. На улице это все равно не как на сцене. Мы вышли на площадь Ленина, пришла охрана и сказала, что нужно разрешение с мэрии брать на концерты на площадях, а возле домов можно. То есть это неправильно же, как возле домов сидишь, стоишь, играешь и мешаешь людям, там мало ли дети или что. Тоже не хочется людей напрягать. И решили, что надо добиться все-таки разрешения официального на площади Ленина, потому что это центр города, это же очень круто. В итоге одобрили мне всего 1 час в неделю по средам с 19:00 до 20:00. Хотели больше и, хотя бы так. Я хочу играть не просто как копирка голоса, я всегда оставляю свои импровизации какие-то. То есть я не выучиваю что-то там, свои импровизации, и каждый раз играю одно и то же. Я на улице стараюсь как-то разнообразить, потому что мне интересно. Я пытаюсь что-то новое придумать, какую-то нотку вставить или интонацию и людям. То есть они не слушают каждый раз одно и то же. И этому я научилась на улице. Я могу сказать о разнице на акустической скрипке играть и на электро. Это вообще разные вещи. Я очень долго привыкала, и поначалу я даже жалела, что взяла электроскрипку, потому что я не могла на ней играть. То есть мензура у всех инструментов разная. На электро она меньше. Получается, если я поиграю на ней месяц и возьму резко акустическую, то я буду вообще не попадать в ноты. Это минус. Потом я увидела плюсы. К ней можно подключить процессор звука, и ты можешь уже играть, вот как на гитаре подключают, и дисторшн, и всякие там эффекты. Парень мой звукооператор делается. Это уже граница электроинструмента. Но на нем нельзя играть без розетки, без колонки. В оркестре мы играем на акустическом инструменте. Там, допустим, можно сделать какие-то нюансы смычком или пальцами. А на электро ты не можешь сделать что-то смычком. Там максимум можно пиано сделать, потому что звук идет не из инструмента, а из колонки. И, допустим, если пытаешься громко играть и широко, звук не меняется, звук становится только хуже. Поэтому ты так аккуратненько приходится играть. Сейчас я проучила своих ведущих и организаторов праздника, что только электро, только через этот, и никаких микрофонных стоек, то есть электроскрипка, радиомикрофон, и я независима ни от чего, ни от проводов, ничего. Изначально репертуар у меня был несколько классических произведений, несколько из моих любимых. Потом я увидела отклик в Инстаграме на каверы. И мне звонили с Москвы, была передача «Кавер со звездой». Туда залили мой кавер «Кислород». И тогда меня это очень завело.
Это очень здорово, это супер круто, это просто невероятно, Елена. Во-первых, вы артист, это видно сразу, потому что вы взаимодействуете, и то, как вы стреляете глазами, это не может не радовать, и я не могу не обращать на это внимания. Мне нравится играть более лиричные произведения, потому что когда играешь их, ты отключаешься от всего, и просто в музыке ты как будто про себя поешь, и поешь через скрипку. Когда с народом играешь, там, да, веселишь, ищешь какой-то, да, отдачи, то это, конечно, такие зажигательные, популярные хиты. Но это тоже интересно играть. То есть ты подходишь к человеку, ему там вот эту первую темку сыграл, там припев, допустим, и он уже улыбается, там аплодирует или там ты стоит, танцует. Это тоже кайфово. Мне очень часто стали писать, даю ли я частные уроки, но я не даю частные уроки. Вот, и я даю номера молодых преподавателей. Интересно, всегда все равно надо попробовать. В любом возрасте, как бы, мало ли попрет, или мало ли ты научишься играть для себя и будешь импровизировать дома. Ну, много же таких талантливых людей, которые там, в 30 лет, допустим, взял инструмент и вот научился, и просто там бог. Восточно-Сибирский лицей приглашает на обучение с 1 по 11 классы. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Лицей предлагает программы с углубленным изучением биологии и химии, а также экономики и права. Телефон 36 97 92. Якутский колледж инновационных технологий приглашает выпускников 9 и 11 классов начать обучение по актуальным специальностям: бухгалтерия, финансы, юриспруденция, логистика, сервис на транспорте и другие. Телефон приемной комиссии 26 26 65.